Видение – это то, кем вы решили стать. Если бы вы имели волшебную палочку, и вы могли бы заниматься тем, что важно для вас, если бы вы могли наладить и усилить связи, и вы бы не были ограничены в средствах и источниках, какие бы великие достижения вы смогли бы осуществить в своей жизни. Знаете, когда вы начинаете свой жизненный путь, в юности или позже, неважно когда, вы начинаете. Но я думаю, вам нужно подумать, посмотреть, что же вы любите делать, что дает вам силы, ваш источник страсти, то, чего вы можете посвятить свою жизнь. То, что вы можете вообразить, может быть настолько великим и грандиозным для вас, что может вас даже напугать и ввести в ступор. Жизненность ваших устремлений прямо пропорциональна яркости вашего видения. Когда у вас имеется ясное видение, происходит сближение с вашей жизнью, возникает согласие, люди начинают синхронизировать свою жизнь, чтобы приблизиться к исполнению своего видения. Существует двойное тяготение между тем, что люди чувствуют, говорят и делают. И всегда существует притяжение между тем, что мы закладываем в свои мысли, чувства, слова, действия. Распространенное заблуждение возникает у людей, когда они узнают о том, что привлекают к себе события, если о них думают. Они думают, что все дело в позитивном мышлении. Но нет. Конечно, позитивное мышление лучше, чем негативное, но обычно под позитивным мышлением понимают тривиальное размышление о вещах, которые доставляют приятные эмоции. И в этих размышлениях люди не рассматривают себя в качестве активных действующих лиц. Тогда эти мысли теряют силу притяжения. Вы представляете машину, дом, вы представляете много денег. Это может быть ваше представление об успехе, но здесь есть существенный момент. И если вы всего лишь думаете о вещах, рассматривая их как позитивные, вы их не притягиваете. Это ощущение, которое придает силу вашим мыслям. Исследования наиболее авторитетных институтов обнаружили, что сердце имеет в 5000 раз больше силы, чем мозг. Поэтому это реальный источник сил для людей. И когда мы желаем что-то получить с помощью нашей головы, мы только отдаляемся. Но когда мы придаем силу нашим чувствам с помощью сердца, чувств, реалистичности того, что мы можем дополучить, добавляем чувстволюбивую страсть к этим мыслям, тогда мы переходим к вдохновленным действиям, которые приведут нас туда, куда мы хотим попасть.